Вот уже год Владимир Уйба возглавляет Республику Коми. За это время он успел посетить все города и районы нашего региона. Порой проблемы требовали безотлагательных поручений и непростых решений. Каких же результатов удалось достичь главе Коми за этот год и как его работу оценивают в нашем городе? Северные муниципалитеты региона, в том числе и ИНТА, оснащаются современной спецтехникой. Машины пополняют автопарк городов в рамках поручения главы региона Владимира Уйба. В частности, в ноябре в ИНТУ было доставлено 2 большегрузных автомобиля самосвала КАМАЗ. Конечно, от всех жителей благодарим главу республики за такую помощь. Техника будет использоваться как в зимнее время для очистки дорог, так и посыпки. Это прежде всего безопасность. В летний период ставится щетка плюс бак, которым будут мыть дороги, дорожную сеть. Ну и можно использовать как самосвал. Комбинированные дорожные машины с самосвальным кузовом – это универсальная техника для коммунальных служб. Она гарантирует поддержание в чистоте улиц в течение всего года. В отсутствие работ для комбинированной дорожной машины, сняв навесное оборудование, машину можно использовать как обычный самосвал. Но она работать может круглогодично, то есть и в зимний период, и в летний. То есть зима – это распределение песка. То есть различная очистка, я так понимаю, что отвалы еще придут передние, то есть очистка снега скоростная, где-то на участках, наверное, на станционной дороге больше. И посыпка песком городских территорий. Значит, летом это емкость для воды, то есть рейка высоконапорная будет, то есть это помывка улиц. Необходимая техника приобретена за счет средств республиканского бюджета в рамках реализации государственной программы развития строительства, обеспечения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Республики Коми. Кроме ИНТы, транспорт получила уже и Воркута. Всего на эти цели из бюджета республики выделено более 32 миллионов рублей. У нас в город в конце 2020 года поступило 2 единицы специализированной техники, машины КДМ на базе КАМАЗ, которые многофункциональные, они могут использоваться зимой как для расчистки дорог, так и для посыпки дорог песком, а в летний период туда устанавливается бак для полива, и можно мыть дороги, грубо говоря, противополевые мероприятия проводить. И также можно, цепляется, грубо говоря, шланг, и под давлением можно мыть остановочные пункты, грубо говоря, там, где тяжело попасть струей, так скажем, с самого автомобиля. И вот планируем в летний период их начать использовать, так как зимой подрядчик пока справляется с теми обязательствами, которые на себя взял по содержанию дорог. В ИНТУ поставлены универсальные дорожные машины для зимнего и летнего содержания автомобильных дорог на базе большегрузного автомобиля самосвала КАМАЗ. Спецтехника оборудована передним поворотным отвалом, пескораспределителем, поливомоечным оборудованием и уборочной щеткой. С годами техника изнашивается, существует определенный процент амортизации, выходит из строя, и такая техника у нас давно, скажем, уже нового у нас ничего не поступало именно для администрации. Подрядчик, если изыскивал возможность кредиты, где-то гранты приобретал, что-то администрация свою технику не обновляла. Это большое подспорье, так скажем, нам, как органам местного самоуправления для содержания городских дорог. Самостоятельно приобрести подобную технику муниципалитету не под силу.